Школе еды мы готовим на шведской технике Аска, что позволяет нам сохранять стабильность и постоянное качество, в общем, свойственно этому скандинавскому бренду. Еще мы готовим, естественно, с его помощью не только наши обычные французские, итальянские, русские и так далее рецепты, но и скандинавские тоже. И сейчас будут голубцы с треской и раками. А с капусты совойской нас интересует сегодня только верхние ее плотные зеленые листья. Мы раздеваем капусту, складываем в одну стопку. Вода, разогретая до кипения, немного соли и примерно минуту ошпариваем листья в кипятке. Параллельно начнем готовить соус. В сотейник немного белого вина. Ошпаренные листья капусты переезжают на лед или в холодную воду, в проточную, можно, холодную воду, чтобы остановить процесс варки и неминуемую потерю зеленого цвета. А к выпаренному на 3/4 белому вину добавляем куриный бульон в небольшом количестве и продолжаем уваривать. А в ту кастрюлю, где была капуста, отправляем вариться раков. Там есть уже соль, есть необходимая температура. Можно удалить еще у раков пищевод. Вот он. Рак недоволен, но он ничего не чувствует на самом деле. Лишен этого. Пищевод источник горечи просто. Только для этого исключительно его удаляют. Достаем готовых раков из кастрюли. Для подачи нам потребуются только раковые шейки, поэтому мы их отделяем. Можно еще отделить клешни. А все остальное мы отправляем в соус. Чуть-чуть покрошить. И заберем из хитина ракового его вкус. 2-3 веточки тимьяна не будут лишними, не скрою. Немного укропа тоже вкусу будущего соуса не повредит. Можно еще из озорства добавить немного перца горошком. Переходим к следующему этапу. Сегодня охлажденные пронзительно зеленые листья капустные. Эластичные. Эту эластичность придали мы с вами. Теперь мы берем нож и аккуратно вырезаем хорду, негнущуюся, твердую, из листа. Можно использовать ее по какому-нибудь другому поводу или просто выкинуть. Теперь мы усугубим эластичность при помощи скалки. Мы слегка раскатаем лист до состояния бумажного листа. Аккуратно, стараясь все-таки не совсем его повредить, что легко, потому что все-таки мы провели с ним термическую работу, и, конечно же, там связи многие нарушены. Он уже податлив, беззащитен, поэтому аккуратнее. Также нам понадобится немного укропа, который мы с вами нарежем. Филе. Вырезаем красивый, обаятельный даже, я бы сказал, кусок филе. Некоторыми частями придется пожертвовать слегка. И теперь используем лист капусты как упаковку. Сверху немного укропа, куску трески достается немного перца и соли. И заворачиваем его аккуратно в этот самый зеленый лист. Получился вот такой аккуратный сверток. Подмена одного сотейника другим. Мелкое сито. Успел забрать в себя бульон куриный, смешанный с белым вином, какую-то часть ракового вкуса. И мы хотим ее получить, разумеется. Теперь мы вправе в конце уже добавить сюда соль, белый перец, чтобы не портить
цвет будущего соуса. И продолжаем уваривать. Итак, здесь у нас есть замечательная вещь, которая называется типан. Поверхность из металла, которая устанавливается сразу на две конфорки. Можно их разогреть одинаково, можно одну часть типана прогреть сильнее, другую слабее, и жарить на нем одновременно вещи, нуждающиеся в разной степени влияния огня. Например, на одной части рыбу, которой нужно меньше жара, на другой стейки, которым огня нужно чуть побольше. Но у нас сегодня здесь только рыбы и еще появится, не скрою, шейки раковые. Поэтому нам вполне достанет двух одновременно одинаково нагретых конфорок. И выкладываем на типан завернутые в лист куски трески. Примерно 1,5 минуты нужно жарить с одной стороны и примерно минуту с другой. Здесь двойной эффект сильного жара снизу и эффект такого вакуума, накопления жидкости внутри упаковки. Соответственно, она как бы варится одновременно, томится и одновременно жарится снизу. Параллельно мы с вами обжарим шейки. Переворачиваем. Почти полностью убираем огонь под соусом. Достаем сливочное масло, замороженное сливочное масло из холодильника. И вбиваем порциями его в соус, который не должен при этом кипеть, чтобы масло не растекалось. Нужно при помощи венчика или при помощи кругового вращения самого сотейника. Снимаем. Теперь остается только подать эту рыбу к столу. Треска, раки, соус. И немного зеленых салатных листьев для украшения. Тарелка, разумеется, должна быть слегка подогретой, чтобы соус, этот сливочный соус, не застыл мгновенно тут же у вас на глазах.